День мы продолжаем прямые эфиры ЦУР совместно с пресс-службой главы правительства. Каждую неделю мы приглашаем к беседе представителей власти, чтобы ответить на вопросы наших подписчиков. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника Главного управления МЧС России по Северной Осетии Максим Исаев. Здравствуйте. Добрый Спасибо, день, что здравствуйте. согласились прийти и ответить на вопросы. Начнем сразу с проблемы. В январе небывалое количество отравлений угарным газом было. Вы наверняка знаете, что чаще всего становится причиной таких трагедий. Да, действительно, в январе наблюдался всплеск отравления угарным газом. С начала года зарегистрировано у нас в республике 16 случаев таких, из них 5, к сожалению, летальных. Ну, следует сказать, да, действительно, что угарный газ он является очень опасным, и одной из причин является это неисправность газового оборудования, использование неисправного газового оборудования. Это, как правило, либо неправильная установка, либо оно было повреждено. Также надо сказать, что статистический учет по отравившимся МЧС не ведет, но все-таки для себя мы такую информацию собираем, чтобы ей пользоваться. Какая одна из главных причин, тоже я хочу отметить, что не совсем это причина сотрудников МЧС, это, скорее всего, проблема даже сотрудников Горгаза, которые не могут спокойно попасть в квартиры, либо в домовладение граждан, чтобы проверить, либо удостовериться в исправности этого оборудования. Ну и они просто, сами граждане, не совсем понимают, наверное, ту опасность, которая может там возникнуть. Ну и еще часто причина отравления угарным газом – это нахождение гражданина в гараже с автомобилем с работающим двигателем. Я знаю, что МЧС регулярно проводит разъяснительную работу по тому, как защитить себя и близких. И давайте еще раз напомним про те простые, но крайне важные правила, чтобы сохранить жизнь и избежать неприятностей. Да, действительно, профилактика – это одна из самых важных задач. Тоже мы постоянно проводим эту работу на постоянной основе. Значит, сотрудники МЧС совместно с специалистами Горгаза и сотрудниками органов внутренних дел проводят рейды по выявлению таких неисправностей. Ну, как правило, они посещают неблагоприятные семьи. Сейчас следует отметить, что у нас существуют еще и сезонные риски. Сейчас идет отопительный сезон, и использование неисправных отопительных приборов, как газовых, так и электро, это может привести к пожару. Значит, я считаю вообще, что привитие, как сказать, прививать эти знания надо с детства, поэтому, естественно, мы работу проводим не только со взрослыми, но и идем в детские сады, в школы. Здесь бы хотелось, конечно, тоже напомнить родителям, что я считаю, что необходимо уже с раннего детства уделять внимание во время воспитания своего ребенка, да, своих детей, особое внимание тоже уделять и безопасности, в том числе и пожарной безопасности, чтобы ребенок знал, как себя вести в экстремальных ситуациях, мог, во-первых, сориентироваться, мог и знал, как вызвать пожарную охрану. В этом, аспекте хотелось бы еще сказать, что сейчас у нас выпустили в общем доступе есть приложение МЧС России, называется, его можно скачать как и на iOS, так и на Android. Знаю, что дети у нас хорошо развиты, и они больше и лучше часто используют именно какие-то приложения в интернете. Там есть простые способы, как себя от чего-то огородить, либо как действовать в экстремальной ситуации. Также есть кнопка экстренного вызова. Ну и, конечно же, возвращаясь к родителям, хотелось сказать, чтобы они сами своим личным примером показывали детям, как себя вести в той или иной ситуации. И это будет, по-моему, самый главный для них урок. Ну и возвращаясь к теме угарного газа, хотелось сказать бы, что это очень опасный газ. Его называют еще тихий убийца. Значит, он не имеет ни запаха, ни вкуса. Его нельзя как-то распознать. То есть человек просто вдыхает, и потом идут такие последствия. Значит, какие симптомы? Симптоматика, конечно, разная. Их надо тоже про это просто сказать, что прежде всего это, наверное, головная боль, головокружение, тошнота, рвота. Может быть сбой в работе вестибулярного аппарата и также сбой со слухом, зрением. Но если это все запустить и вовремя не обратиться, может даже потеря сознания быть. Ну и потом, даже в этом уже говорили выше, что может быть вообще летальный исход. Ну, так.
Я думаю, мы продолжим. Мы в прямом эфире и будем читать вопросы, которые вы оставляете в комментариях. И давайте начнем сейчас. Возможно, уже что-то появилось. Да, уже есть один вопрос. Куда нужно обращаться, чтобы проверять газовые приборы, и как часто это нужно делать? Да, ну прежде всего надо обращаться в специализированные, лицензированные организации. В данном случае это газоснабжающая организация. И также это для того, чтобы они определили именно правильность использования и вообще подключения газового прибора. Ну и также надо обращаться по вентиляции по дымоходам. Это Всероссийское добровольное пожарное общество. И надо это делать не реже одного раза в год, но лучше это делать 2 раза в год. Перед отопительным сезоном, ну и по окончании его. И дальше вопрос, видимо, тоже очень интересная тема про газовые приборы. Как понять, исправен ли газовый прибор или нужно приглашать специалистов? Но если вы уже об этом задумались, то я думаю, что необходимо уже вызывать специалиста для того, чтобы проверить все газовые приборы и успокоиться. Например, даже просто газовая колонка, если она будет неисправна, то она может свой повлечь как пожар, как и отравление угарным газом, так и вообще может привести к печальным последствиям, разрушению помещения. И это очень чревато последствиями как и для своей семьи, так и для вообще соседей. Мы все знаем, вот не секрет, сейчас все смотрят новости, был взрыв именно газа, это в Тульской области, город Ефремов, сегодня в Новосибирской области. Это все, конечно же, будут разбираться компетентные органы, но это все газ. А есть, например, вот человек живет, например, в определенном доме, у него есть сразу способ найти того, кто проверяет газовые приборы, например, по его месту жительства, или это все в любую организацию, например, можно обратиться, к вам можно Нет, обратиться? это только газовая служба, только они это Они делают. неважно, где кто живет, Да, в можно своей обратиться, да? компании по месту жизни, ну это наш Горгаз, так скажем. Туда надо обращаться, они пришлют специалиста, и тот именно все это определит. Понятно. Это бесплатно? Но Интересно. это я вам не скажу, не знаю, потому что не в той организации работаю. Еще вопрос. А если кто-то из близких отравился угарным газом, как оказать первую помощь до приезда скорой помощи? Да, необходимо пострадавшего сразу вывести, либо вынести в теплое проветриваемое помещение, или если летом просто на улицу расстегнуть одежду, чтобы не стягивалось дыхание, дать ему крепкий чай, параллельно обязательно вызвать скорую помощь и отвлекать, беседовать с ним, в общем, чтобы он находился, не уснул. И до прибытия, конечно же, уже врачей вот в таком состоянии, чтобы он был. Наблюдать за ним обязательно. А если в квартире бывает холодно и приходится включать плиту, может ли это спровоцировать утечку и что сделать, чтобы сразу это Да, как я понять? говорил раньше, использовать газовые плиты вообще категорически запрещено для обогрева помещения. Тем более спать при включенном такой плитке и ночевать, это, конечно же, может спровоцировать отравление угарным газом. И использовать в отоплении помещения нужно только тоже сертифицированные приборы, ни в коем случае не кустарного производства. Кустарное производство это, Ну, например... кто-то на дому сам сделал какой-то отопитель, думает, вот он, мне будет тепло, поставлю его и будет тепло. Нет, это только действительно в магазинах сертифицированные приборы обогрева. Хотелось бы сказать, что еще, что действительно, вот как я сказал до этого, нельзя использовать никогда газовые плиты для обогрева. Надо убедиться, что кухня хорошо проветриваемое, вентилируемое помещение, вызывать и проверять, вызывать специалистов Горгаза, проверять свое оборудование, проверять дымоходы газа, дымоходы, не затыкать никогда ни в коем случае свои эти вентиляционные шахты. Если двойные стеклопакеты, еще раз убедиться, что все-таки проветриваемое помещение, не спать, не засыпать при зажженной газовой плите, ну и не оставаться надолго в гараже, где работает бензиновый двигатель с автомобиля, либо какой-то мотобензоагрегат, там газонокосилка, например. Вот такие правила,
кажется, надо обязательно соблюдать. Действительно важно, надеюсь, это поможет людям. Проверим еще раз комментарии, насколько я вижу. Вопросов больше нет. Максим, видимо, вы ответили на все, что интересовало наших подписчиков. Спасибо большое, что согласились прийти, уделили нам время. А я напомню, что прямые эфиры мы проводим каждую неделю. До новых встреч!